Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей Белый, и я рад приветствовать вас на канале «Свекровь против». Что это за куча ветоши? Полина замерла в дверях, едва не выронив тяжелый пакет с продуктами. На светлом ламинате растекалась бесформенная, пыльная гора бордового бархата. В нос ударил густой запах нафталина. Из кухни с яблоком в зубах высунулся муж. «Мамины портьеры», — невозмутимо выдал Игорь. «Решила обновить интерьер, а эти еще крепкие. В нашу спальню впишутся идеально. У нас там эти твои скандинавские рулонные штуки. Никакого уюта». Квартира, вытянутая Полиной в ипотеку за 5 лет до брака, была ее крепостью. Светлые стены, много воздуха. И теперь в этот воздух бесцеремонно вторгались бордовые пылесборники весом килограммов по 10 каждый. «Игорь, мои скандинавские штуки — это блэкаут на заказ. А это театральный реквизит из ДК профсоюзов. Зачем ты притащил это ко мне в дом?» «К нам в дом, Поль. Мы же семья. Мама отдала от чистого сердца». Полина подавила глухой вздох. Это была тихая, ползучая экспансия бесхозного хлама. Знакомство со свекровью обернулось безупречной бартерной системой. Надежда Викторовна приходила с чем-то ненужным, а уходила с чем-то чертовски полезным. Меняла старую тефлоновую сковородку на Полинину новую керамическую форму. Оставляла пластиковые лоточки от холодца, унося брендовые стеклянные контейнеры. Игорь на все резонные возмущения хмурил брови и читал лекции о меркантильности и заботе. Сервисный центр по ремонту бытовой техники, которым руководила Полина, пах канифолью, озоном и холодным профессионализмом. Здесь царила логика. Ток идет от плюса к минусу. Засунешь в блендер камни, он сгорит. Никаких «мы же семья», он старался. Ближе к обеду эффективная дама швырнула на стойку дорогущий утюг. «Перестал греть. 2 раза пользовалась. Требую возврата». Из глубины мастерской вынырнул угрюмый виртуоз паяльника Гриша. Он принюхался к подошве утюга с легким фиолетовым отливом и усмехнулся. «Дама, вы им крем-брюле карамелизировали или рубашку в сиропе гладили?» Внутри термостат намертво залит сахаром. Не гарантийный случай. Дама моментально сдулась и сбежала, едва Полина потянулась за прайсом платного ремонта. «Люблю людей», — философски бросил Гриша. «Думают, если сверху тряпочкой протереть, то никто не заметит, как они изнутри все загадили». Полину прошибло. Точное попадание. Надежда Викторовна именно так полировала фасад своей заботы, принося застиранные полотенца, а изнутри планомерно сжирала личные границы Полины. В тот же вечер Полина психанула. Зашла в магазин электроники и спустила годовую премию. Купила огромную 65-дюймовую OLED-панель. Телевизор выглядел как монолитный кусок черного стекла. Портал в другое измерение. Игорь поворчал, что лучше бы пустили деньги на подвеску в его машине. Но был осажен железобетонным. Свои сбережения в свою квартиру. Спустя 3 дня появилась свекровь. Впихнула Полине пластиковую тарелку с резиновыми промасленными оладьями и замерла перед черным монолитом. «Батюшки, это ж сколько электричества он жрет! Зрение посадите махом!»
Надежда Викторовна благоговейно погладила рамку пальцем с облупившимся лаком. «А вот мне врач говорил, с моей катарактой нужен большой экран, чтоб не щуриться. У меня кинескоп совсем сел. Малахов зеленый, как инопланетянин. Ну, пользуйтесь. Кстати, Игорек, дай-ка ваш утюг хороший на выходные. У моего провод оголился». Новый парогенератор Полины предсказуемо сгинул у свекрови с концами. Наконец-то пятница. После 2 недель адского аврала Полина ехала домой в такси с одной мыслью: упасть на диван перед экраном и отключиться от мира. Она провернула ключ в замке, вошла. В квартире воняло чем-то прелым. Полина остановилась, метнула взгляд на тумбу. На ней зияла прямоугольная пустота. Чистая от пыли плоскость, отсутствие которой бросалось в глаза, как выбитый передний зуб. На месте телевизора за 200 тысяч гнездилась мультиварка. Пожелтевший, растрескавшийся пластик, облезлые серебристые кнопки, засохшие коричневые потеки на крышке. Она походила на уродливую жабу, которая сожрала плазму и теперь сыто отдыхала. Из ванной вывалился Игорь. Распаренный, довольный, он вытирал шею Полининым полотенцем из египетского хлопка. И сразу, чтобы пресечь возмущение, пошел в атаку. «Твою новую плазму я матери отнес. Она взамен дала эту старую мультиварку. Так что заканчивай истерики, бери курицу и быстро жарь мне нормальный ужин». Полина моргнула, перевела взгляд с лица мужа на жабу. В голове не было слез или паники. Все эмоции в секунду свернулись в тугой, холодный клубок расчетливой ярости. Ток пошел от минуса к плюсу. Короткое замыкание. Система сбросила настройки до заводских. Игорь стоял в позе хозяина жизни, уверенный, что она сейчас поплачет и пойдет готовить. 1, 2, 3. Спокойно сосчитала Полина. Кивнула. «Хорошо, Игорь». Муж опешил. Он явно ждал крика. Самодовольно хмыкнул. «То-то же, давно пора учиться компромиссам. Будешь каши мне варить? Мультиварка рабочая, только шнур отходит. Ты его пальцем прижимай. Давай, займись ужином. Мясо в холодильнике. Я пока пену в душе смою». Он скрылся в ванной. Шум воды возобновился. Полина достала смартфон, приложение «Умный дом», дистанционное управление телевизором. Вывела текстный экран. Устройство заблокировано сервисным центром в связи с критической неисправностью. Угроза возгорания. Следом улетело сообщение Гриши. «ЧП. Нужен наш служебный фургон и твоя каменная физиономия». Ответ через 30 секунд. «Ем шаурму у склада. Кого надо утилизировать?» Сбросив адрес свекрови и легенду для впечатлительной пенсионерки про угрозу взрыва матрицы, Полина перешла ко второй фазе. Она достала из холодильника сырую ледяную курицу. Желтую мультиварку вынесла в прихожую. Распахнула шкаф-купе. Одним плавным движением гардероб Игоря, его пафосная зимняя экипировка и кроссовки рухнули в 200-литровый мусорный мешок. Не варварство, просто инвентаризация. Кредитный ноутбук мужа и шмотки Полина перетаскивала на парковку, раскидав по салону и багажнику его серой иномарки. Вернулась в квартиру. Лифт одобрительно поскрипывал.
Открыла мультиварку, бросила на дно ключи от машины Игоря. Сверху накрыла их сырой курицей. Щелк. Выставила жабу за порог лестничной площадки, села на пуфик и скрестила руки. Шум воды стих. Вышел Игорь, босой, в одних шортах. «А чего дверь открыта? Сквозняк же? И почему курицей не пахнет?» «Ужин на коврике, Игорь!» — бархатным голосом произнесла Полина. Он нахмурился, выглянул в подъезд и завис. «Ты совсем больная? Зачем мамину технику в подъезд выставила?» «Твоя машина припаркована на -1», — не повышая тона, перебила она. «Твои шмотки в багажнике, ноутбук на сиденье, ключи на дне мультиварки. Глубоко под курицей, которую ты просил пожарить». До раскисшего мозга туго доходил смысл. «Какие вещи? Ты что несешь?» «Собираю пожертвования в фонд нуждающейся мамы. Плазму ты ей отнес. Я решила, что тебе без нее здесь будет грустно. Отправляю следом. Квартира моя, правила мои. Эксперимент с передержкой паразитов и их родственников в моем доме окончен». Игорь слился цветом с бордовым бархатом портьер. «Ах ты стерва!» — зашипел он. «Я никуда не уйду. Это и мой дом тоже. В свидетельстве о собственности тебя нет. Ипотека погашена до брака». Он попытался надвинуться габаритами, но напоролся на взгляд человека, который каждый день списывает сгоревшую домашнюю электронику. Игорь сейчас был именно таким, безнадежно бракованным прибором, не подлежащим ремонту. В кармане пискнул телефон. Звякнул ответ от Гриши. Операция успешна. Старушка чуть креститься не начала, увидев красную надпись. Сама пульт в рукав сунула. «Еду». Полина мягко улыбнулась Игорю. «Твоя мама вернула телевизор. Видимо, испугалась, что он взорвется. Так что ты, Игорек, теперь без плазмы, без жены и с холодной курицей». Гонор испарялся с его плеч вместе с остатками влаги. Его раскатали в сухую. «Поль, ну ты чего? Пошутили, хватит. Мама же плакала, что сериал не видно. А теперь будет плакать, что сыночка вернулся. Выходи». Шаркая босыми ногами, он подчинился. Напялил ветровку прямо на голое тело, всунул ступни в первые попавшиеся Полинины резиновые сапоги для дачи. Дверь захлопнулась прямо перед его носом. Щелк, щелк, 2 оборота. Прижавшись спиной к дереву, Полина прислушалась. Сквозь толщу двери пробился глухой звук пинка по пластику. Отборный трехэтажный мат мужа, голыми руками лезущего в мультиварку за ключами, и суетливое шарканье резиновых сапог по ступеням вдаль. Квартира моментально ожила. Холодильник заурчал весело, без привычного надрыва. Через 40 минут домофон взорвался звонком. «Доставка крупногабаритного счастья», — прогудел боском Гриша, занося в гостиную телевизор. «Это было искусство. Я из порога службы безопасности, перегрев реактора. Бабку аж перекосило». Когда мастер ушел, Полина разблокировала экран с приложения. В комнату ворвался глубокий, бесконечно черный цвет матрицы. Заказав сет роллов, она упала на диван. Никто не посягал на ее вещи, никто не читал ей морали. Завтра она выставит бархатные красные портьеры на помойку. А сегодня у нее просто отличный вечер. Спасибо всем за прослушивание. С вами был Андрей Белый. До встречи в новых видео.